первую очередь, конечно, нас возмущает то, что ее увезли в Нальчик. Преступление, если она его даже совершала, а мы уверены, что она его не совершала, совершено на территории Ингушетии. У нас СИЗО построено, большие деньги вложены, огромные деньги вложены, а почему-то их повезли в Нальчик. Тихо, ребята, тихо! В школу пошла 5,5 ей было. Маленькая, огромный портфель тащит, каждые 5 метров пройдет, поставит портфель, отдохнет, посидит. Потом вставала и шла дальше, вот так она. Хазар часто таскал, брат таскал ее портфель часто. Она рядом идет, а он портфель тащит ее. Вот так она ходила. Память у нее всегда была хорошая, она... Да. Евгения Онегина 5 лет целую Полностью главу читала, читала честное наизусть. слово. Любимица его отца, правда, очень. И папа с ее рождением, то ли это связано с возрастом, все-таки молодой папа, он же как-то более строгий бывает, они же стесняются ласкать своих детей, там, ровесников своих стесняются. А вот она родилась поздний ребенок, и с ней он как-то вот, и как отец даже раскрылся лучше. Нам Она рассказывал. всегда засыпала под его сказки. Сказки, да. Да, и мы тоже там затихали там в Сказки, каждой да. комнате и Вещи слушали его. И в Казахстан он ее с собой повез. Вот они пошли, искали могилу его матери. И вот с тех пор, как ее отец повез в Казахстан, как он ей все это рассказывал он ей больше, чем даже нам. Да. Ему было 17 лет, когда он старше остался. Младший его брат и 3 сестры. И он пошел, как обычно все подростки тогда, молодые ребята, кормить же семью надо, а у него от отца, расстрелянного в 1937 году, Саутиев Хасол Андашевич, остался один пояс, серебряный ингушский пояс. И его поймали. И эти конвоиры, вот эти, которые охраняли поезд, что он воровал-то? Он собирал по углам оставшуюся пшеницу. Детей же кормить надо. Они сказали: отдай нам этот пояс, мы тебя отпустим. А он говорит, он, конечно, плакал, когда он это рассказывал. Говорит, я готов был 10 лет каторги, говорит, нести, только с этим поясом не расстаться. Но ему пришлось это сделать, потому что иначе бы они его не отпустили. А дети дома. И вот Зарифа тоже как-то вот, как любимица отца, наверное, больше вот прониклась в эту тему. Она и как цель жизни у нее была. Она закончила на красный диплом университет. Она уже начала преподавать историю. На 3-м курсе преподавала историю. И потом она постепенно, сильно затянулась этой историей и пошла работать, когда этот музей открылся. Она захотела там работать.
называемый Зарифа себя лидером не считает, они никому никакого вреда не причинили. А вред, который был там, был причинен сотрудникам полиции, он был причинен не по их вине, а по чьей вине, это надо еще выяснять, но точно не по их вине. То, в чем их обвиняют, мы с этим не просто не согласны, мы считаем, что это обвинение какое-то чрезмерно даже циничное. Следствие очень любит такое слово, выражение «цинично и демонстративно». Мы считаем, сейчас их цинично и демонстративно фабрикуют против них дела. Конституция – это закон прямого действия. То есть, что это такое? Я, как гражданин, я могу взять ее и просто ею руководствоваться. Я это говорю как специалист, как юрист. Кто-то так по-другому считает, но я считаю, что он не прав. Если закон мне говорит, ты можешь собираться, значит, ты можешь и призывать. Если только ты не призываешь на какое-то вооруженное восстание. И, соответственно, если какая-то оппозиционная группа призывает на несоциальные митинги, и за это их объявляют экстремистским сообществом, это очень кривая дорожка. Потому что завтра любого человека, кем угодно. Поэтому я считаю, что это дело очень опасное в том плане для гражданского общества как института. Людей обвинили в экстремизме тех, кто просто болеет за свой народ. Зарифа Саутиева является как раз таким воплощением образованного человека, который должен переживать за судьбу собственного народа, переживать за те процессы, которые происходят вокруг нас. И если экстремизм – это любовь к своему народу, то, безусловно, экстремистом является, наверное, большая его часть. Ее нахождение в тюрьме является болью для всего ингушского народа. Больше подлости от власти, от предателей ингушского народа ожидать и нельзя было, кроме как в зубы этой системе была отдана женщина, молодая девушка. В первую очередь, конечно, нас возмущает то, что ее увезли в Нальчик. Преступление, если она его даже совершала, а мы уверены, что она его не совершало совершено на территории Ингушетии. У нас СИЗО построено, большие деньги вложены, огромные деньги вложены, а почему-то их повезли в Нальчик. И главное, брата, когда нашего забрали, сразу увезли в Нальчик, как будто его допросить здесь, в Ингушетии, нельзя было. Это, мне кажется, карательная мера такая у них. Они запугивают людей. А как они ее, не предупредив, ничего не дав взять, ночью взяли, подняли девочку. Сколько дней она находилась? 4 дня. 4 дня без ничего, Даже ничего, укрыться не давали ей. Зубную пасту, щетку не смогла взять. Не вывели как на допрос, и Да. взяли и тут же увезли. Увезли ее. Как будто Ни адвокату не сказали, никому не сказали. Когда но- она объявила голодовку, она сказала, пока вы не позвоните моему адвокату или не сообщите моим родным, что я здесь, я не буду кушать. До того обидно было, да, вот за что. беспредел. Какой-то Беспредел. вот следователь нарыжный, его никто не видел. Да, Мифический следователь. Его ни один человек нигде не видел. мы его никогда не Говорят, видели, но мы главный везде за ней следователь там- ездим, за ней. Его нигде нет, его представитель туда приходит, да, или как его, да. второй следователь, как его. Да их каждый раз разный бывает. Нет, дело вот такое. Вот они читают одно и то же. 2 адвоката по 1,5 часа ведут, 3 часа ведут доводы, чтобы ее хотя бы выпустили под домашний арест. Да. Хотя бы. Под залог. 3 часа выступления 2 адвокатов, и вот этот шепот, 3 минуты, шепот этого прокурора достаточно судье, чтобы ее оставить под арестом. Почему не дают нам свидание с ней?
Ну почему свидание нельзя Не дать? рецидивист, Что она не такого маньяк, натворила, не- что каких тайных свидетелей мы ей Люди- привезем или там... Это же Которых вообще нет абсурд, вообще. просто абсурд, театр абсурда. Когда брат умер, мы же не говорили. А потом узнала, обвиняла нас, что мы сказали. Через 2 месяца только она узнала. Этот брат очень сильно переживал за нее. Второй должен был приехать. И вот Они и очень привезли. были близки с этим братом. Ну, он ее очень любил, не воспринимал как взрослую девушку. Он ее ласкал все время, он называл ее пенек с ушами. Вот она маленькая же такая у нас. Старался больше внимания ей уделить. Да. Звал ее к себе в гости постоянно, скучал по ней. Конечно, когда брат узнал об этом, он очень сильно переживал и постоянно звонил, что, как. У него и сердце слабое было, поэтому мы за него переживали. Потом дети, конечно, очень сильно переживают. Это что-то. Я никогда не думала, что вот эти наши племянники так Но за они нее очень переживают. любят эту Софию. Она, куда Сейчас бы в она ни школе. поехала, она без подарков не приходила, А конечно. подарки у нее в первую очередь это книги. Это книги. Она все время привозила им книги, чтобы Потом- они развивались, учились, знали свою историю. Эти строки своего стихотворения я посвящаю своей тете Зарифе Саутиевой. Она уже как год сидит за решеткой, и это ее первый день рождения вдали от дома. За стойкость, отвагу и смелость должны тебя все поздравлять. И мне, как им все так хотелось, тебя поскорее обнять. Мы ждем тебя целыми днями, мы любим тебя, не скупясь. Ты, тетя, достойная славы, тобой я горжусь, не стыдясь. Сегодня тебя поздравляю, и счастья желаю тебе. Грустить я тебе запрещаю, чтоб не было грусти нигде. Желаю лишь только улыбок, чтоб вера была у тебя, что следующий твой день рождения. Целую, поздравлю тебя. У меня внук в Москве, он это Блохне, онкология 4-я стадия. Когда она в Москве была, она его вытащила с этой больницы, где только его не поводила. Первый раз, говорит, за 6 месяцев, говорит, я вышла к этой больнице, говорит. Он Бабушка. так ей благодарен был, говорит, мой внук. А сейчас постоянно спрашивает, когда она вернется, когда, что они говорят. Ну, это тяжело, конечно, это 1,5 года. Зарифу посадили, внука с таким диагнозом. Это заболело, брат умер. Этот год очень тяжелый был. Может, этот год как-то легче будет. Ну, люди все встали за нее, конечно. Но сами Народ не болеет, думали. говорят, вот Я на спасибо. работе, ко мне заходят, ну как Я- там ваша сестра? Мы за нее все молимся. Вы не переживайте, это не то, что ваша сестра, это наша сестра, наша дочка. Наши, говорят, боли, это общая боль. Tığın ve mehke ona ad oluş. Dalisa bakıyor bu bek bu. Sadece kalsın ki ve işi صوتني يا ظريفة يا وصلناها وميخ باهجناها إيه عدنا حمدوس وميخ باهج بانخ أزمة رسيس كذا كونو يخ بلاست إزيه بقو يرج إجبه در كردرج نخبو يخ صدقشي يا هم في كردر يخوش زكوان تهديان في بوه بيزك يخوش تزكوان ثاني في مسني قصه يجي يخاطو يوه جوازك خوش يستغلش دالت فيه قوينتي إتا حكمش يستغلش دالت veya hemen bekliyor çiğla yolu alsak zedife hakiz. O kaman diyor onu halkı diye atmış. Izbahan dolucu kadwa hamullu diyor o hatta içi hem aducu da çanağa şun varado hamı лад aducu da çanağa мотив hayır. Вот эта агрессия в отношении Зарифы Саутиевой никогда
не будет забыто. Народ всегда будет помнить. И любые действия власти в отношении этих людей, коварные, злые, жестокие, они будут только вызывать у народа более негативную реакцию. Поэтому сейчас народ ждет, что не только лидеры народного протеста, но и в первую очередь эта девушка скорее вернулись домой. Чтобы та несправедливость, то беззаконие, то бесчестие, которое творится в отношении этих людей, прекратилось. Ждет и надеется на то, что это случится.